На 8 миллиардов рублей увеличится доход республиканского бюджета за счет налоговых поступлений. Эти средства пойдут на здравоохранение, соцподдержку, спорт, ремонт и строительство дорог, а еще поддержку муниципалитетов. Поправки в республиканский бюджет депутаты Госсовета внесут в четверг на очередной сессии. Все вопросы рабочей повестки народные избранники по традиции обсудили накануне в комитетах. Елена Кононова продолжит. Депутаты Госсовета сегодня принимают гостью, полковника МВД Веру Железцову. Она же кандидат на пост уполномоченного по правам человека. Эта работа для руководителя отдела информации и общественных связей силового ведомства в какой-то мере знакома. Ей самой приходилось не раз выезжать на разрешение конфликтных ситуаций. Во главе угла на новом поприще для Веры Железцовой продолжение традиций предшественников. С Надеждой Быковской, а это уже без 5 минут бывший уполномоченный, встречалась, чтобы войти в курс дела. Это и экономические вопросы, и социальные вопросы, очень много вопросов по здравоохранению. Из 800 с лишним обращений граждан к уполномоченным по правам человека, которые были в прошлом году, 52% это вопросы от осужденных. То есть это те люди, которые находятся в местах лишения свободы и пишут и задают вопросы уполномоченным. Кандидатуру нового омбудсмена народные избранники утвердят на завтрашней сессии. В новую должность Вера Железцова вступит после увольнения из МВД. Завтра же парламентариев ждет насыщенная повестка. Один из основных вопросов – поправки. И надо отметить приятные – главный финансовый документ региона. Республика ждет налоговые поступления на прибыль от организаций. Доходы увеличиваются на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Средства распределят по самым приоритетным статьям бюджета. На 7,7 миллиардов предлагается увеличить расходы. На что пойдут эти расходы? На увеличение расходов здравоохранения 1,5 миллиарда, на меры соцподдержки около миллиарда рублей, на досрочное закрытие концессии дорожной 3,4 миллиарда рублей, на поддержку Комвиатранса 1,8 миллиарда и, что самое важное, на поддержку муниципалитетов. Да, в целом поддержка будет дополнительно оказана в размере 1 миллиарда рублей. Минкульт Коми предлагает свой законопроект. Этот документ возродит практику присвоения звания «академический» театрам и концертным организациям. Ранее этот статус давался культурным учреждениям и творческим коллективам в советское время, до 1999 года. Далее эта работа была прекращена. Зато у субъектов есть право возобновить это дело. Наличие такого звания означает высокую оценку деятельности организации исполнительского искусства и служит стимулом для дальнейшего творческого роста. Звания присваивались театрам, концертным организациям исполнительских искусств за выдающиеся достижения в развитии исполнительского искусства и получившим широкое признание в регионе и за его пределами. Следующим шагом будет определение порядка присвоения и, конечно же, преференции, которые будут получать сотрудники театра со званием «академический». Этот законопроект депутатам Госсовета предстоит принять на сессии. Всего в повестке более 20 вопросов. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».